Всем привет! Это Айгерим. И это Айдай. Сегодня мы поговорим немного об истории 8 марта. И о том, чего не стоит желать в этот день. Угнетение женщин и неравенство побудили женщин активно высказываться и действовать, чтобы перемены случились. В 1857 году 15 тысяч женщин вышли на марш пустых кастрюль в Нью-Йорке, требуя сокращения рабочих часов, равные с мужчинами условия оплаты труда, а также право голосовать. В 1908 году история повторилась, и таким образом Международный женский день возник благодаря профсоюзным движениям в начале 20 века и впервые был признан ООН в 1975 году. Сейчас этот день является всемирным днем, когда празднуются политические, социальные, культурные и экономические достижения женщин. В целом, этот день нужен, чтобы ускорять продвижение равноправия. Поэтому не стоит желать быть нежной, красивой, желанной, а тем более не стоит желать так называемого женского счастья. Это как раз-таки те ярлыки, против которых борются женщины. 8 марта вы можете просто пожелать счастья, благополучия, успехов, можете пожелать найти свое призвание или же равных условий труда. А что не стоит делать в этот день? Не стоит ассоциировать этот день с нежностью и красотой. Это день, когда нам всем как обществу стоит вспомнить о том, как много нам предстоит сделать. Это сократить количество смертности матерей, это сократить количество изнасилований и случаев принуждения к браку. На Иссыкуле в Тонском районе была изнасилована 13-летняя девочка, подозреваемые 3 взрослых мужчин. Случай в Сузаке, когда муж издевался над своей женой, навесив на ее шею покрышки от машин. Таких историй десятки, и мы не можем говорить о том, что у нас все хорошо, пока мы видим повторение таких случаев. Только за 2020 год количество домашнего насилия увеличилось на 62%. На фоне всего происходящего становится уже неэтичным, когда 8 марта ассоциируют с нежностью и красотой и проводятся подобные акции. Если вас также беспокоят происходящие события и вы не можете просто так на них смотреть, то ждем вас 8 марта в час дня. Место проведения вы можете узнать у организаторок. Давайте дарить друг другу права И поддержку. До новых встреч!